патриотической акции «Диктант Победы». Главной целью этой акции является сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. И сегодня вы будете выполнять задание Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. Диктант Победы проводится в форме тестирования. Время написания диктанта Победы 45 минут. Во время проведения диктанта Победы вы должны соблюдать следующие правила. Запрещается пользоваться средствами связи, электронно-вычислительной техникой, фото, аудио и видеоаппаратурой, справочными материалами, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи информации. Запрещается выносить с площадки бланк ответов, задания диктанта Победы, фотографировать задания диктанта Победы. В случае нарушения правил ваш результат выполнения диктанта Победы будет аннулирован. Ознакомиться с результатами вы можете на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному номеру, который есть у вас на бланке. На вашем рабочем столе помимо экзаменационного бланка могут находиться только гелевая ручка с чернилами черного цвета, которая вам выдана. При регистрации вам выдали индивидуальные комплекты бланков. Пожалуйста, проверьте, совпадают ли номера на обоих бланках. Индивидуальный комплект бланков содержит бланк ответов и информационный лист. Оба идентификационных номера должны совпадать. Приступаем к заполнению бланка ответов. Открываем бланк ответов. Индивидуальный идентификационный номер, номер региональной площадки и вариант на бланке ответов заполнены автоматически. Заполняем сведения об участнике диктанта Победы, то есть ваши: возраст, пол, род занятий, контакты для обратной связи, номер телефона и адрес электронной почты. Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку. Прошу заполнить ваши бланки. В поле «Подпись участника» поставьте вашу подпись. Информационный лист, второй лист, не заполняется, его вы должны забрать с собой для последующей проверки. Сюда правила заполнения бланков ответов. Значит, диктант Победы состоит из 25 заданий, 15 из которых с выбором варианта ответа и 10 заданий с кратким ответом. Номера заданий с выбором ответа расположены горизонтально. Под каждым номером задания находится столбец из 4 квадратиков, соответствующих вариантам ответа на задание. Ответ на задание с выбором ответа записывается в виде символа X или крестик. Номера заданий с кратким ответом расположены вертикально. Ответ записывается справа от номера задания в бланке ответов. Не разрешается использовать при записи ответа на задание с кратким ответом никаких иных символов, кроме символов кириллицы и арабских цифр. Буквы и цифры вы должны записывать в соответствии с образцом на бланке, то есть печатными буквами. Обращаем внимание, что на бланке ответов запрещается делать какие-то записи и пометки, не относящиеся к ответам на задание. Краткие пометки можно делать на информационном листке. Задание
диктанта Победы поступают в бумажном виде, каждому индивидуально. Сейчас они будут вам выданы ровно в 15:00. Задания. При получении заданий внимательно рассмотреть